Всем привет! Сегодня мы находимся в гостях у одной замечательной семьи, и моя героиня, ее зовут Айталина Чукрова. Всем привет! Меня зовут Айталина Чукрова. Я многодетная мама, являюсь предпринимателем и владельцем сети «Гриль-кафе Братья Гриль», также магазина женской одежды «Гардероб» и магазина товаров для дома и текстилей для дома «Хлопок и шелк». А это получается, несмотря на свой возраст, ты уже многодетная мама, опытный предприниматель, да? Получается, сколько ты занимаешься бизнесом? Бизнесом мы занимаемся с 21, то есть уже 9 лет. 9 лет. Да, мне 30. Так, расскажи, пожалуйста, о своей семье немного. У меня замечательный муж Айсен. Мы с ним познакомились еще в школе, в 5 классе, были лучшими друзьями, и это тот случай, когда дружба переросла уже в любовь. Поженились мы как раз-таки в 21, когда начали уже сами работать. У меня 3 замечательных детей. Это двойняшки Айнара и Айко. И младший сын Айхан, ему сейчас 3 года. Дети, получается, у тебя ходят в садик? Да, детки у меня ходят в садик. Также девчонки занимаются фигурным катанием. То есть в целом как бы у нас довольно активная семья. И Айхан также тоже скоро должен пойти на хоккей. И такой вопрос, наверное, который тебе часто задают. Как ты все это успеваешь? Да, действительно, вопрос задают очень часто. Я все это успеваю, просто, не знаю, я практически никогда не сижу без дела. То есть у меня не бывает таких дней, когда я могу просто остаться дома и, допустим, заскучать и подумать, что бы мне поделать. То есть мне всегда есть чем заняться. Я не могу сказать, что я все это успеваю, но при этом я всегда нахожусь в постоянном движении. У меня четкий распорядок дня, то есть с утра детей увезти в сад, потом заехать в одно место, объехать все точки, какие-то встречи, какие-то проекты, возможно, даже новые обсуждаются. И все это происходит в режиме нон-стоп, то есть в постоянном движении. Вообще ты по жизни очень активный человек, получается, очень энергичная такая, да? Да, я по жизни активная. В принципе, так было с самого детства, даже в школе, допустим, я всегда чем-то занималась, посещала кружки, и не один, а сразу несколько. Здорово. Так, и сегодня у нас, получается, беседа про моду и стиль. Первый вопрос. Как ты считаешь, внешний вид, он имеет значение в нашей жизни? Вообще помогает в жизни то, что ты хорошо выглядишь, например? Определенно, да. Вообще я сама обычно не оцениваю по внешнему виду, потому что, обложка может быть разной. И поэтому люблю вслушиваться, оценивать сама. Но мы живем в таком мире, где все-таки действительно встречают по одежке, и если хотите добиться какого-либо успеха определенного, да, то нужно все равно выглядеть статусно. Так, следующий вопрос. Основа твоего гардероба — это что? Поскольку я являюсь многодетной мамой и при этом сама участвую в жизни всех процессов рабочих, естественно, это джинсы, это футболки и что-то такое более спортивное, более casual. Но сама я очень люблю такой более классический стиль. Так, что тебе больше нравится? Онлайн-шоппинг или ходить по магазинам, самой выбирать? Очень хороший вопрос, потому что у меня очень большие затруднения с онлайн-шоппингом. Не только даже с онлайн-шоппингом, а в целом в онлайн-работе. То есть я человек-практик, я люблю эту тактильность даже в разговоре. Допустим, если бы у нас с тобой была прямая связь в Инстаграм, мне было бы уже не так приятно, как, допустим, сейчас, когда вы пришли ко мне в гости, и мы можем поговорить уже вживую. То же самое с шоппингом. Я очень люблю потрогать вещь, прежде чем надеть ее на себя. И в целом мне очень надо, чтобы она мне понравилась именно визуально, тактильно, и потом уже только я ее приобретаю. Так, следующий вопрос. Есть ли у тебя любимые бренды? Да, определенно есть. Это, конечно, люксовые бренды.
Вот, и в целом я очень люблю именно вот шопинг у себя в магазине, гардероб, потому что, ну, все вещи, которые стоят на прилавках, естественно, я выбираю их сама, соответственно, как бы они уже как бы по стилю подходят мне больше. Вот, поэтому весь мой основной гардероб либо это люкс-люкс, либо это мой магазин. И в целом, как бы, мне это очень нравится. Там очень много вещей размера плюс и так далее, которые очень хорошо садятся на нестандартные фигуры. Так, следующий вопрос. Бывают ли у тебя эмоциональные необдуманные покупки? Да, они бывают. Бывают, особенно по части, наверное, косметики. То есть, как бы, это у меня выражается не в одежде, а вот именно в косметике. Я пойду, куплю себе помаду, которой я никогда в жизни просто не буду пользоваться, какие-нибудь яркие тени, и потом это у меня очень красивенько лежит и лежит. Но сейчас у меня есть девочки, они подрастают, и они иногда это все, этим всем пользуются, поэтому тоже есть плюс. Так, какие трудности у тебя бывают при выборе одежды? Ну, вообще, бывают ли трудности? Ну, как таковой трудностей нет. Я всегда открыта к чему-то новому, люблю примерять различные новые какие-то дизайнерские решения и тому подобное. Ну, единственная проблема, которая у меня бывает, это может быть то, что не подходит размер. То есть, как бы, у меня чисто самая стандартная якутская фигура, вот, и, как бы, может, там, ростовка, либо, там, где-то жмет по животу и тому подобное, и, кстати, именно поэтому я люблю больше реальный шопинг, ежели онлайн. Так, что ты предпочитаешь, брюки или юбку? Брюки джинсовые. Так, самая удобная одежда, да? Да-да-да. Кто тебя вдохновляет? Может быть, из известных личностей, может быть, кто-то в жизни есть близкий, да, кто тебя вдохновляет? Ну, конечно, меня вдохновляют очень прям крупные бизнесмены, допустим, тот же Илон Маск, грубо говоря. Меня вдохновляет стиль жизни нью-йоркцев. Что, ну, по крайней мере, как мне кажется. То, что ходят стереотипы о том, что они везде все успевают, они очень такие прям практичные, тут, там, все быстро, и как бы у них действительно жизнь протекает очень быстро. Вот, и я вдохновляюсь вот такими вот людьми. Вот. Это даже мать Илона Маска, Мэй Маск, замечательная женщина, у которой тоже была очень, ну, как бы непростая жизненная ситуация, она из нее вышла и вырастила таких замечательных детей. Вот. Как-то так. А еще меня вдохновляет моя бабушка, но ее, к сожалению, уже нет в живых. Вот. Но бабушка у меня тоже имеет там 2 класса образования, всю жизнь проработала уборщицей, вырастила тоже замечательных детей, мою мать, моего дядю, которые являются, ну, довольно-таки высокопоставленными личностями, как бы, и поэтому я очень горжусь. Здорово. Есть ли у тебя какие-то рецепты красоты? Можешь поделиться с нами? Ну, здесь уже все просто. Это нужно хорошенько высыпаться, хорошо высыпаться и пить много воды, чистой воды. А так, в целом, декоративная косметика, различная уходовая косметика и так далее, это для меня пока еще, ну, немножко такое неизученное. Ну, возможно, хотя уже пора. Так, можешь показать содержимое своей сумки? Да. Секундочку. 12 seconds later. Ну, в моей сумке нет ничего криминального. Это обязательно рабочий телефон. Мой ежедневник. Он новый. Очень красивый. Да. Так, его мне подарила моя подруга на день рождения. И здесь обязательно с введением QR-кодов у меня паспорт. Корочка многодетной мамы. Везде просто просят. Нигде мне скидку просто так не делают. Надо обязательно таскать с собой. Не знаю почему, но скидочная карта — наша дача. Денежка. Так. И что-то из косметики у меня тут. Бальзам для губ, помада, блеск. На самом деле не так часто этим пользуюсь, но на всякий случай ношу с собой наушники. Я всегда много езжу за рулем, и поэтому всегда в наушниках. И ключи.
Все. Я заметила, у тебя нет кошелька. У меня нет кошелька, потому что, сейчас же все карточками, и в итоге у меня даже карточек нет, а в целом все привязано в телефоне, вот, и поэтому, мне кажется, это просто... Я даже все дисконтные карты привязала к телефону. Здесь очень замечательная программа, 100 карт. Удобнее так Да, получается. поэтому так намного удобнее. Еще у тебя вот есть красивый ежедневник, ты его заполняешь. Да, я его заполняю, я просто обожаю каждое утро, пока все спят, налить себе кофе, открыть свой красивый ежедневник, расписать планы на день, либо даже на неделю вперед, либо даже на месяц вперед, если что-то у меня такое намечается. Вот я все это расписываю, и когда я все это записываю в ежедневник, у меня такое ощущение, как будто это все уже хорошенечко укладывается по полочкам в голове. И потом у меня день проходит очень-очень даже так собрано, как все задумано, и сбываются все планы. То есть, получается, планирование тебе помогает все успевать, да? Да, определенно. То есть я пишу даже такие мелочи, допустим, заехать, забрать, отвезти, увезти. Прям все-все-все по полочкам, и я еще стараюсь ранжировать именно так по очередности. По очередности стараюсь. Но если что-то не сбывается, я сильно не расстраиваюсь, ребят, ни за что не расстраивайтесь. Здорово. Спасибо большое, что пригласила нас в гости. Еще есть такой один вопрос. Можешь показать нам свой шкаф? Конечно. Я вообще ничего не скрываю от людей, так что с удовольствием покажу вам свой гардероб. Посмотрим. Айта, покажи, пожалуйста, нам свои любимые вещи. В чем тебе удобно ходить каждый день, например, на работу? Каждый день, естественно, я предпочитаю носить самые простые джинсы синие, футболки и так далее, но при всем при этом я обожаю платье. Я обожаю платье, допустим, вот мое любимое, это платье из эко-кожи. Также мне очень-очень нравятся вот такие вот интересные вещи, к примеру, где оно у меня? Вот, тоже это повседневное платье, оно не совсем супер классическое, но при этом оно, это платье, похожее на толстовку. Ты любишь такие интересные вещи, да? Да, я люблю интересные вещи. Также вот у меня есть платье-пиджак. Более нарядное. Более нарядное на выход. Вот. И также, конечно, если на каждый день, то я люблю вот такие простые платья. Более такие строгие, классические. Вот. И, естественно, на мне. Тоже одно из моих любимых платьев. Очень красивое платье. Расскажи еще, что вот сейчас ты носишь как верхнюю одежду? Ой, как верхнюю одежду я сейчас ношу дубленку. Также у меня есть легкий пуховик. И в целом я никогда не покупаю себе шубы, слишком тяжелые, теплые вещи, потому что больше в основном, конечно, я передвигаюсь на машине. То есть, получается, ты одеваешься легко, да? Да, в целом я одеваюсь легко, и главное, чтобы еще это было удобно. Айта, спасибо тебе большое, что пригласила нас в гости, что показала свою сумочку, показала свой гардероб и что побеседовала с нами. Что бы ты хотела пожелать нашим зрителям? Во-первых, я, конечно, хотела бы пожелать всем здоровья, берегите себя, берегите каждый момент и ничего не откладывайте на потом. И особенно звонки родным, близким, друзьям. Все, что задумали, сразу выполняйте. На этом мы прощаемся с вами. Увидимся через пару недель. Всем пока!